Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Объединение двух компаний в одно целое, которое больше, чем просто сумма двух частей. Это исторические события не только в стране, это исторические события в мире. Сибур и Таиф – начало объединения нефтегазохимических бизнесов. Зная последствия, я бы никуда не пошла и ничего бы не писала абсолютно. Попав сюда, я начал ценить, во-первых, семью, работу, карьеру. Психология толпы – от виртуальных призывов к реальным срокам. Один приятель увидел, как он буквально медитирует, произнося букву М. Все решили, что это фамилия Маулюдова. Любовь поэта Габдулла Тукай – человек, изменивший татарский мир навсегда. Главное событие недели. Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию на фоне непростой международной обстановки и митингов оппозиции в стране. Обращение главы государства носило больше внутриполитический характер. Путин заявил о ряде социальных проектов, очередных выплатах, кредитах регионам, поддержке бизнеса и крупных инвестпроектов, развитии здравоохранения и науки. Владимир Путин определил и судьбу автобана Москва-Казань, поручив продлить трассу до Екатеринбурга не позднее 2024 года. Еще одно историческое событие для нашей республики, да и России, прошло в пятницу, также в Москве. Публичное акционерное общество «Сибур Холдинг» и компания «Таиф» приступили, как было заявлено, к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Соответствующее соглашение подписали председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и председатель совета директоров АО «Таиф» Альберт Шагабудинов. Давайте еще раз вспомним, как это было. Соглашение подписывают председатель совета директоров АО «Таиф» Альберт Кашафович Шагабудинов, председатель правления и член совета директоров АО «Сибур Холдинг» Дмитрий Владимирович Конов. Первая идея, Станислав Драгалевич, вы помните, да, родилась 10 лет назад. Что это надо сделать? Да, прекрасная сырьевая база, очень большие инвестиции, сделанные Сибуром как раз в сырьевую базу. И чем духом похожи эти две компании, что они стремятся делать самые современные инвестпроекты, выходить на новые продукты. И объединение сил позволит, я все-таки думаю, Станислав Нургалевич сказал, 3-4 года, а не 10 лет, Альберт Кашапович, да, мы увидим результаты объединения. Да. Очень приятно присутствовать здесь Ивана Валентиновича. Я так думаю, а что еще толкнуло, что все-таки мы решили этот вопрос? В какой-то... Наверное, то совещание, которое проводил из Тобольска Владимир Владимирович, что надо развивать нефтегазохимию. И они наконец-то решились и договорились. На состоявшейся после подписания пресс-конференции мы спросили у вице-премьера российского правительства Александра Новака, какое значение имеет это объединение для экономики страны в целом и Республики Татарстан в частности. И вот что он ответил. Мы сегодня действительно присутствуем при знаковом событии для нефтегазохимической отрасли нашей страны. Действительно, объединение двух наших крупнейших компаний, создание единой компании на базе Сибура и Таифа даст дополнительный драйвер для развития этой отрасли и для развития тех регионов, где присутствует компания Сибур, присутствует компания Таиф. Поэтому, безусловно, это даст синергетический эффект. Объединенная компания, как уже было сказано, войдет в пятерку крупнейших компаний мировых по производству нефтегазохимической продукции. Председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов раскрыл нам в интервью подробности предстоящего объединения нефтегазохимических бизнесов компаний «Сибур» и «Таифа». Затронули мы и тему социальной ответственности бизнеса. Дмитрий Владимирович, как бы вы оценили группу компаний «Таиф» и что она сделала за эти годы как бизнес? Знаете, я бы оценил группу компаний «Таиф» как нашего большого партнера, хотя многие рассматривают нас как конкурентов. То есть мы понимаем, что за многие годы работы
те предприятия, которые входят в группу компаний ТАИФ, Казань-Нефтесинтез и Нижнекамск-Нефтехим, сделали несколько волн модернизации и новых инвестиций. И сегодня и то предприятие, и одно предприятие, и другое предприятие являются глобальными игроками. В этой части мы с группой компаний ТАИФ похожи, потому что Сибур тоже рос через новые инвестиции, через создание новых мощностей. И у нас менталитет в этом смысле похож. Поэтому даже если мы конкурируем на каких-то рынках с точки зрения продажи продукции, то с точки зрения того, что мы делаем и как мы делаем, мы в значительной мере партнеры. И именно это, такой менталитет новых достижений, и, мне кажется, и позволил нам подойти сегодня к этой сделке и говорить об объединении двух компаний в одно целое, которое больше, чем просто сумма двух частей. План инвестиций группы компаний ТАИФ – это 1,5 триллиона до 30 года. Будет ли продолжено то, что запланировано? Безусловно, для нас, опять, неинтересна статичная ситуация. Для коллег тоже неинтересна статичная ситуация. Мы видим на сегодня проекты, которые уже начаты на площадке Нижнекамск-Нефтехима и Казань-Нефтесинтеза. Мы юридически берем обязательство их продолжать и заканчивать совместно, опираясь, безусловно, в первую очередь на тот человеческий капитал, на тот ресурс, на тех сотрудников, инженеров и управленцев, которые есть, которые работают в Нижнекамск-Нефтехиме и Казань-Нефтесинтезе. Надеюсь, что что-то мы дополнительно можем принести, но, безусловно, там и костяк людей, и опыт, он замечателен у наших коллег в этой объединенной компании. И по проектам, которые дополнительно на этих площадках могут быть реализованы, также видим огромный потенциал и понимаем, что помимо инвестиционных проектов Сибура, которые уже известны, например, Амурский ГХК, дополнительные проекты в Западной Сибири, Нижнекамск и Казань становятся для нас очень важными крупными инвестиционными площадками. Вы знаете, это не секрет, что и для Нижнекамск-Нефтехима, и для Оргсинтеза сырьевой вопрос всегда был очень проблемной позицией. Насколько сегодня мы можем гарантировать, что на эти предприятия будет поставляться качественное, я бы даже сказал, суперкачественное сырье? Знаете, кажется, суперкачественное сырье – это мечта. Мы вместе наметили работать. Еще у нас есть пакет соглашений, который мы подписываем. В этом пакете есть важная их часть – это сырьевые контракты, которые позволяют поддерживать те объемы производства, которые есть, и увеличивать будущие проекты. Причем дополнительно к этому еще есть такие совместные планы, которые мы планируем реализовать по дополнительному сырьевому обеспечению. Надеюсь, что супер качественным сырьем. В дополнение к тому качественному, по которому уже все понятно. Насколько возможны серьезные кадровые изменения сразу в руководстве Оргсинтеза или Нижнекамск-Нефтехима, или вы будете опираться на эти команды? Мы однозначно будем опираться на эти команды. То есть мы действительно очень ценим тот кадровый потенциал и тот человеческий ресурс, который есть в группе компаний ТАИФ в Нижнекамск-Нефтехиме, в Казани-Нефтесинтезе. И, безусловно, нам интересно такое, знаете, с точки зрения человеческих ресурсов объединения. Мы вместе умеем гораздо больше, чем каждый из нас умеет по отдельности. Поэтому важная часть для нас в интеграции создания действительно объединенной компании – это использование тех ресурсов, которые сегодня есть в Татарстане, в каких-то других проектах Сибура, использование, возможно, какого-то опыта наработок Сибура в Нижнекамске и в Казани, но в целом мы будем в группе компаний ТАИФ опираться на то, что сегодня есть. Потому что это важный фундамент, важная основа, и это для нас один из факторов этой сделки. Скажите, пожалуйста, возможно ли подписание некого трехстороннего договора, допустим, между Республикой Татарстан, ТАИФом и Сибуром о неком социальном проекте возобновления и продолжения социальных проектов в Республике Татарстан? Безусловно, да. Мы давно знакомы с Рустамом Галиевичем. Более того, Рустам Галиевич в этой сделке, в создании объединенной компании принял непосредственное участие. И мы понимаем, что совместная работа между республикой и предприятиями ТАИФ и Сибуром – это наш важный шаг в отношении между всеми тремя странами. Скажите, пожалуйста, я повторю этот вопрос. Будут ли продолжены те социальные программы, которые ТАИФ ввел на территории Республики Татарстан, объединенной компанией Сибур-ТАИФ? Когда мы говорим о создании объединенной компании, мы берем на себя и Сибур, и акционеры ТАИФа берем на себя определенный набор обязательств. И для нас обязательства, которые мы берем, начиная работать в Республике Татарстан, состоит из нескольких важных блоков.
Один блок мы продолжаем те инвестиционные проекты, которые начаты, и видим значительное увеличение объема капиталовложений в республике. Вторая часть, мы уверены в том, что мы должны быть, как компания, достойными гражданами на тех территориях, где мы работаем. И с точки зрения налоговой базы, на которую опирается республика, от Нижнекамска, нефтехимии, от Казани, Юрсинтеза, мы, безусловно, заинтересованы в том, что она не только сохранялась на том уровне, где она есть сегодня, но и расширялась за счет создания новых, высокоэффективных и доходных производств. С точки зрения социального партнерства, мы, работая в более чем 10 регионах Сибур, мы везде надеемся, что зарекомендовали себя и создали репутацию надежного гражданина, компании надежного гражданина, как с точки зрения регионов, так и с точки зрения муниципалитетов. И, безусловно, эту же традицию мы продолжим в Татарстане. Будет ли поддержка спорта, поддержка очень интересных клубов, Рубин, Нижнекамск, Нефтехим, я не знаю, там Синтез, ватерпольного клуба? Будет ли продолжаться эта поддержка, или вы пока еще не определились? Знаете, есть акционеры ТАИФ, и, как я уже сказал, мы опираемся начиная работу в Татарстане, мы опираемся на то, что создана группа компаний ТАИФ и тех управленческих ресурсов, которые в ней существуют. Безусловно, есть история взаимоотношений ТАИФ, в том числе с определенными видами спорта, с определенными спортивными коллективами, и эта поддержка зачастую многолетняя. И точно мы не хотим ее прерывать на взлете. То есть, например, мне очень нравится, как играет Рубин в весенней части чемпионата России. И я болельщик ЦСКА, Сибур не поддерживает ЦСКА, и, в принципе, мы очень концентрируемся на детском спорте в целом, и это очень большая часть наших программ во всех регионах нашего присутствия. Поэтому я уверен, что мы найдем правильное сочетание между профессиональным спортом и детским, чтобы не прерывать оба этих, безусловно, правильных направлений. Последний вопрос. Что такое объединенная компания через 10 лет? Что это будет? Ваши планы и мечты? Объединенная компания через 10 лет – это единый коллектив, который состоит из наших сотрудников разной географии. Это одна корпоративная культура. Это высокотехнологично, как бы банально это ни звучало, так же, как банально не звучало, очень цифровая и современная компания, использующая экологичные и безопасные технологии и существенно увеличившая объем производства за счет новых инвестиционных проектов, которые за эти годы нам предстоит реализовать. Председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шагабудинов подчеркнул, что сотрудничество Сибура и ТАИФа позволит в ближайшие 10 лет привлечь в республику более 1,5 триллиона рублей инвестиций, а размер налоговых платежей в бюджет республики к 2030 году составит до 50 миллиардов рублей в год. Альберт Кашапович, несомненно, сегодня состоялось историческое событие нефтехимической отрасли России. Как вы считаете, какой оно даст эффект? Что это будет означать и для республики, и для России в целом? Я бы хотел сказать, это историческое событие не только в стране, это историческое событие в мире. Можно вот так считать, то, что сегодня произошло, да, и сделан первый шаг. У России гарантированно появляется компания, которая в мире будет одним из ведущих компаний в отрасли нефтехимической промышленности. Вот что значит для России. Значит, дополнительные налоги от тех решений, которые сегодня подписаны, которые будут реализованы, Российская Федерация будет иметь минимум только от этого около больше 100 миллиардов налогов. Сумма, вы уже слышали, инвестиции, которые мы договорились вместе инвестировать только в Татарстане, это 1 триллион 500 миллиардов. Это 20 миллиардов долларов. Да. Там еще у нас будет отдельное соглашение для республики, мы сейчас говорим. Вот это огромные инвестиции, такого еще в истории Татарстана не было в нашей республике. И социальные программы, по которым отдельная будет программа, есть проекты, уже согласованы, сейчас готовится соглашение до 200 миллиардов рублей. Что еще в этом? Допустим, конечно, прошлый год был очень такой, вы знаете, очень сложный, тяжелый, вот эта пандемия, вот эта эпидемия повлияла на всех и на нас.
Мы заплатили в республиканский бюджет где-то 9 миллиардов. Да, обычно мы стандартно где-то 17-15 миллиардов в год в республиканский бюджет. Вот реализация тех соглашений, которые сегодня было подписано, позволит уже в 2027-2028 году республиканский бюджет налогопоступлений где-то около 60 миллиардов. Из них около 50 миллиардов от тех проектов, которые будут реализованы совместно с Сибуром. Ну и, конечно, я считаю, что мы решили стратегическую, глобальную задачу для республики. Это гарантированное обеспечение высококачественным сырьем всех нефтехимических производств Татарстана. И в том числе мы рассматривали по нефти, по сырой нефти, которая, да, к сожалению, есть эта проблема и для нас, на нас влияет. Вот если очень коротко, вот это что значит для страны, что значит для республики, что значит для нас. Да, конечно, команда, вот это Дмитрий сказал, оценил нашу команду, свою команду. Ребята высокопрофессиональные, но предстоящая работа, я думаю, им по плечу, но придется попотеть, так скажем, как это, мама не горюй. Работы, но зато уже есть второе, третье поколение людей, которые подготовлены высокопрофессионально к этой задаче. Этот вопрос тоже главный, он бы решен, и у нас появится мировая школа нефтехимии в Татарстане. Если мы правильно поняли, выбрана форма объединения, и ТАИФ будет иметь долю вновь создаваемой компании определенной. Это значит, что это будет совместная работа, и силы ТАИФа тоже будут задействованы на выполнение этих программ. Я правильно понял? Вот мы говорим про 1,5 триллиона. Это будут совместные инвестиции группы ТАИФ и Сибура. И ТАИФ будет, акционер ТАИФа, владельцами части акций Сибура. Президент Татарстана Рустам Минниханов так оценил перспективы предстоящего объединения нефтегазохимических бизнесов компаний ТАИФ и Сибур. Но прежде всего я хотел бы поздравить наших коллег, группы компании ТАИФ, компании Сибур, с этим знаковым событием. Компания Сибур для нас, она всегда была нашим партнером. По многим проектам мы вместе работали, мы друг друга хорошо знаем. И, конечно же, вот, в современных условиях, когда федеральное правительство приняло такие решения, чтобы реализовать большие проекты в нефтегазовой сфере, вот это слияние, оно даст очень серьезный эффект. Мы с большими ожиданиями в течение 3-4 лет, я уверен, что объемы на предприятиях Нижнекамск, нефтехим, Казань, Оргсенс должны вырасти 2 раза. Это значит рабочие места, это доходы в бюджет, но и в целом мы считаем, что для Республики Татарстан нефтехимия – это точка роста, и мы всячески всеми нашими мерами поддержки, обращением в федеральное правительство будем поддерживать эти проекты. Желаю нам успешной и хорошей работы. Спасибо всем. Возвращаясь к посланию президента России, хочется подчеркнуть, что Владимир Путин в своем выступлении еще раз подтвердил, курс на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес меняться не будет. В 2020-м правительство России уже снизило страховые взносы вдвое, с 30 до 15%. В этом году это решение будет применяться на постоянной основе. Пересмотру не подлежит, сказал Владимир Путин. Более того, он фактически анонсировал дополнительные меры поддержки для предпринимательства. Какие конкретно? Правительство России должно представить свои предложения в течение месяца. Речь идет о кредитных, налоговых льготах и мерах по расширению сбыта. Вторая позитивная новость, также ожидаемая и ранее озвученная нами, касается предпринимателей Татарстана. Мы в течение месяца рассказывали о том, как ситуация в связи с отменой ЕНВД и переходом на другие режимы налогообложения, в частности на патентную систему, повлияла на малый бизнес в Татарстане, особенно в сельских районах. И вот
В эту пятницу на сессии Государственного совета были представлены новые поправки, которые заметно улучшили положение предпринимателей. Отмечу, что эти изменения были выработаны правительством Татарстана, Министерством экономики после серьезных консультаций с бизнес-сообществом и во многом на основе его предложений. Подробности в репортаже Тимура Бекмурзина. Как нам оценить экономические итоги прошлого года для Татарстана и сколько денег нужно выделить бизнесу в виде льгот, налоговых преференций? Это только на первый взгляд ответы на оба вопроса на поверхности. Льгот лучше дать по максимуму, а итоги, какие они еще могут быть в ковидный 2020? Оказывается, совсем не такие и плачевные, доложил на сессии Государственного совета премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Если кратко, валовый продукт хоть и упал на 3%, в этом году правительство ожидает роста экономики уже на 4%. Не будет сокращений по важнейшим республиканским программам. Разве что часть из них уйдет по причине окончания сроков реализации. На смену им придут новые социальные программы, обнадежил Песошин. Что касается льгот и поддержки малого бизнеса, эта тема будет так или иначе упоминаться неоднократно. Сначала на трибуну Госсовета поднялся харизматичный лидер партии Роста в Татарстане, бывший кандидат в президенты республики Олег Коробченко. Он не стал себя ограничивать, малому бизнесу нужны максимальные послабления, а лучше полностью освободить от налогов предпринимателей на 5 лет. Хотя бы для компаний, которые инвестируют в производство, реинвестируют в производство новые проекты. Это очень важно. Можно все раздавать. Вот Удмуртия, она дотационная. Они сидят на дотации. А мы с тобой, донор, да? Нам никто ни копейки не дает. Нам надо все зарабатывать. Я за в разумных пределах поддерживать. У нас вот инфраструктуру мы там, еще планы, вот я сказал, будем создавать промышленные парки. Но бизнес же, он тоже должен, это не только налоги не плати, субсидию на развитие бизнеса дай. Может быть, зарплату еще с бюджета давать. Олег, ты после того, как президентом планировал стать, стал популистом. Ты очень успешный. Да. Он очень большой молодец, да. Я его прекрасно понимаю. Но мы должны просить. Под лежачий камень вода не течет. Если мы будем молчать в тряпочку, то нам ничего не дадут. Проси больше, получишь столько, сколько нужно. Подход, в принципе, рабочий. Другое дело, что ситуация у всех разная. Мы уже рассказывали вам о том, в каком положении оказались предприниматели республики после отмены ЕНВД с Нового года и перехода на другие режимы налогообложения. Для отдельных категорий бизнеса, особенно на селе, нагрузка выросла в разы. Все дело в том, что законопроект об изменениях в патентную систему налогообложения принимался в ускоренном порядке. Как итог, в документе появились нормы, на которые бизнес явно не рассчитывал. Например, на то, что расчет стоимости патента будет считаться не с площади торгового зала или зала обслуживания, как это было при ЕНВД, а с площади всего объекта. Были вопросы и по понижающим коэффициентам для бизнеса на сельских территориях. Наши эксперты высказывались за то, чтобы сделать разбивку по группам для разных категорий бизнеса более подробную, по районам и населенным пунктам. Почти все предложения предпринимателей и бизнес-сообщества были учтены. Рабочая группа и специалисты Министерства экономики проделали огромную работу. Был полностью снят вопрос с расчетом налога, исходя из площади всего объекта. Теперь налог считается только по полезной площади. Дополнительно были включены еще 8 новых видов деятельности. И очень важно, были введены более подробные понижающие коэффициенты для предпринимателей по районам и населенным пунктам. Отдельно позаботились о тех, кто работает в деревнях с низкой покупательной способностью. В магазинах в сельских, или в общепитах сельских потенциально возможный доход будет еще меньше на 40% по отношению к тому потенциально возможный доход, который у них в этом же районе, в райцентре. Эти изменения, они вступят с 1 февраля, то есть с дня вступления в силу закона. Он вступил в силу с 1 февраля этого года. Но для этого предпринимателям надо будет написать заявление в налоговую службу, чтобы налоговая служба им пересчитала стоимость налога, стоимость дохода, соответственно, налога. Президент обещал и, в принципе, слово свое сдержал. Все те недостатки, которые проявились в течение первого квартала, бизнес-сообщество просило, предлагало, и по существу большинство предложений нашло реализацию в этом законе.
Процесс внесения изменений в законодательство, которые вводятся фактически задним числом, вполне нормальный. Ведь в данном случае речь идет не об ухудшении, а о явном улучшении налоговых условий для бизнеса. Да и с точки зрения законотворчества, это обязанность депутатов и правительства заботиться о своих гражданах, в данном случае о предпринимателях. Если мы будем уклоняться от доработки, то тогда получится, что мы не признаем существующих проблем, то есть закрываем глаза на них. К сожалению, бывает такое, что где-то не рассчитали, в том числе те, кто готовил законопроект. И поэтому необходима коррекция. И она произведена. Если вдруг окажется так, что в той или иной степени законопроект не будет устраивать предпринимателей, мы должны держать руку на пульсе и своевременно на это реагировать, принимая изменения в законодательную базу. Мы ждем информацию, что кто-то считает, что какой-то вид деятельности согласно АКВЭДу не включен, мы готовы это рассматривать. Мы же со своей стороны тоже обратились к предпринимателям, которые высказывались в нашей программе. Они приступили к изучению документа и сделают свои выкладки чуть позже, в следующих выпусках нашей программы. Так что не прощаемся с этой темой. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов. 7 дней. Отметить послание президента России очередными несанкционированными митингами решили сторонники так называемой несистемной оппозиции. Можно увидеть в этом особый замысел. Или предположить, что спешка в проведении акций возникла из-за вполне реальной перспективы того, что уже в самое ближайшее время Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального могут признать экстремистскими организациями. После этого структуры оппозиционного политика в своем нынешнем виде просто не смогут продолжать легальную деятельность в России. В Казани, скажем так, подобие митинга тоже было. Как и в январе, организаторы прятались где-то в интернете. Координация действий происходила в телеграм-каналах. В Казани изначально планировали собраться на площади Тысячелетия, но за пару часов до начала в сетях появилось сообщение. Власти города и полиция не хотят, чтобы наш митинг прошел на площади Тысячелетия, подходы к ней заблокированы. Значит, мы проведем шествие, а новая точка сбора – часы на Баумана. От них мы идем к Кремлю. Финальной битвой между добром и нейтралитетом назвали это действо модераторы акции. Люди на Баумана собрались, но масштабного шествия не получилось. Кстати, не все задержанные во время январских оппозиционных митингов отделались штрафом. Несколько человек осудили по уголовным статьям. Их задерживали и после митингов. Некоторые до сих пор находятся в следственном изоляторе. На этой неделе в Набережных Челнах оглашен приговор одному из задержанных уже после митингов за призывы. Делал он это виртуально, в социальных сетях. Призывы были виртуальными, но лишение свободы оказалось реальным. Свободу полить заключенным! Требую прекратить противоправные действия и разойтись. Даем на исполнение моих требований 3 минуты. На выполнение законного требования сотрудника полиции дали 3 минуты, чтобы уйти. Как вы видите, все перекрыто. Сотрудники полиции говорят, нам ничего не сказали, нам не дают выйти. Я не за Навального пришла. Я пришла посмотреть на беззаконие, которое творится у нас. Конкретно я пришла с целью того, чтобы в дальнейшем Россия была свободной и счастливой. Почему кто-то может позволить себе дорогие особняки в несколько миллионов, миллиардов рублей, а кто-то не может элементарно позволить себе снимать квартиру и живет на улице, в прямом смысле слова? Насилие насилием не решается никак. Все хуже и хуже. Я вот переживаю, например, за свою дочку. И я чувствую, что если я не выйду, и все будут бояться, я хочу показать, что не стоит бояться, что надо бороться за счастье, за счастливую Россию будущего. Мы хотим ночевать дома сегодня, так что не надо привлекать внимание к нам. Несколько десятков участников несанкционированной акции в Казани все же в этот вечер домой не вернулись. Ночевали в полиции, ждали суда. Для кого-то участие в митинге оказалось платным. Назначены штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Особо активные и те, кто оказался задержанным за это не в первый раз, получили административные аресты. Ведущей деятельностью в данном возрасте является общение, да, то есть общение со сверстниками. Они идентифицируют себя значимой для них социальной группой. А в интернете идет обезличенное общение. И, по сути, той идентификации со значимой группой социальной не происходит.
люди, не сумев взять ответственность за какие-то неудачи на себя, они пытаются выйти на улицу и показать всем то, что это не они виноваты, а виноваты во всем общество. Административный арест – это тоже лишение свободы, но на короткий срок и без уголовной судимости. Если действительно с миром, то может обойтись и без особо серьезных последствий. Заплатить штраф, сделать выводы и не повторять ошибок. Но бывает, что небольшая шалость, как может показаться на первый взгляд, оборачивается черными пятнами в биографии или сломанной судьбой. Признать виновным Абдуллина Альберта Рамиль в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенным наказанием. Альберт, предприниматель из Набережных Челнов, теперь жалеет о том, что в январе этого года в социальных сетях призывал потенциальных участников митинга сопротивляться представителям власти. Теперь в его биографии судимость по уголовной статье. Наказание получил, можно сказать, мягкое – ограничение свободы. То есть он не за решеткой, но полгода не сможет никуда выезжать, участвовать в массовых мероприятиях и раз в месяц обязан отмечаться. Судимость по уголовной статье в биографии молодого человека означает, что вряд ли теперь они смогут работать в государственных или муниципальных организациях, и тем более там, где есть режим секретности. А так называемые экстремистские статьи – это не только ограничение в получении работы, а уже практически несмываемое пятно биографии. Камиле 25. В январе этого года участвовала в несанкционированном митинге, была оштрафована. После митинга затянули социальные сети. В следственном изоляторе она с февраля. 13 сообщений были признаны экспертизой призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Это было написано на эмоциях. Написала, забыла. Может, какая-то шалость. Вот так. Но это несерьезно в голове. Не во время, не после митинга, а прямо из дома увезли и Эльнара, ровесника Камилы. Это был просто чат, в котором были администраторы, организаторы, были также участники. Вот одним из участников чата я и был. В чате было общение, вот, пару таких высказываний было, а в остальном это уже просто было общение. Вот. Вот и из-за этих высказываний, собственно, я и тут. Серьезных там каких-то последствий не ожидал. И, собственно говоря, даже не знал, что есть статья за это. Содержание тех сообщений в чатах воспроизвести мы не можем, так как это будет снова публичным призывом к экстремизму, что и послужило, собственно, причиной для возбуждения уголовного дела по статье 280. Организаторы, с которыми там в чате состояли, они никаким образом больше в вашей судьбе участие не принимали? Нет. Это устроены организаторами, которые на самом деле находятся за границей. Людей просто используют как пушечное мясо. А мы здесь с этими проблемами потом остаемся один на один и решаем их самостоятельно. Виртуальные организаторы чатов и митингов в лучшем случае могут выслать какие-то инструкции, но судьба конкретного человека их уже не интересует. Попав сюда, я начал ценить, во-первых, семью. Поменялись, наверное, приоритеты больше, скорее всего, в сторону семьи, работы, карьеры. В день задержания Камила должна была первый раз выйти на работу в банк. Теперь о такой перспективе уже не думает. Собственно, и в политике себя дальше не видит. Зная последствия своих действий, я бы никуда не пошла и ничего бы не писала абсолютно. Я бы не касалась этой темы совершенно. Когда человек находится в толпе, социальная психология толпы, она четко говорит о том, что теряется и размывается «я», идентичность человека, образ «я». То есть он полностью размывается, мы идентифицируем себя с толпой, тем самым границы нашего сознания, то есть критичность мышления, она изменяется. И мы мыслим уже, как мыслит в целом эта большая толпа. Навальному врача! Навальному врача! Навальному врача! Чтобы это сделать, нужно 1000 раз подумать, стоит ли и зачем. Я не думаю на эту тему вообще больше. А о чем вы говорите сейчас? О доме. Давно вы здесь? 2 месяца.
Зуфар Давлетшин, Андрей Мохов, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Один приятель увидел, как он буквально медитирует, произнося букву М. Все решили, что это фамилия Маулюдова. Любовь поэта Габдулла Тукай, человек, изменивший татарский мир навсегда. Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Казахстане и встретился там с президентом Касым-Жомарт Токаевым, который высоко оценил итоги недавней поездки Рустама Минниханова в Карагандинскую область, где было запущено строительство завода по производству шин. Глава казахстанского государства проинформировал президента Татарстана о решении присвоить одной из улиц Нур-Султана имя выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. 20 апреля Рустам Минниханов обратился к патриарху Кириллу с просьбой осветить собор Казанской иконы Божией Матери. Стороны провели встречу в Даниловом монастыре в Москве. Рустам Минниханов рассказал митрополиту Кириллу о завершении работ по воссозданию собора и подготовке к его открытию. В Буинском районе открылся 9-й по счету Дом дружбы народов. Церемонию посетил Фарид Мухаммедшин. Здесь же провели заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана. Выезжая в районы, члены Ассамблеи изучают положительный опыт в межнациональных вопросах. Сохранением и развитием культур занимаются и в школах. Обучение в районе ведут на татарском, русском и чувашском языках. Рустам Минниханов поздравил с профессиональным праздником всех муниципальных служащих. Напомним, их в республике больше 6 тысяч. Торжественное празднование Дня местного самоуправления прошло в Казани. Президент республики вручил работникам государственные награды, а исполнительные комитеты городов и районов получили сертификат на 50 автомобилей. Рустам Минниханов осмотрел ряд строящихся объектов в Казани. Многоквартирный дом на улице Достоевского – один из долгостроев. Сдать его должны были еще в 2005 году. Работы возобновили прошлым летом. Как сообщили Рустаму Минниханову, строительные работы на объекте подходят к завершению. Ожидается, что в конце апреля дом будет введен в эксплуатацию. Рустам Минниханов встретился с участниками программы развития кадрового управленческого резерва России. В Казани для них прошел модуль обучения по повышению качества госуправления. В рамках визита в Татарстан они посетили Иннополис, Казанский вертолетный завод, Национальную библиотеку и Международную школу в Казани. Фарид Мухаммедшин принял участие в совместном заседании Высшего и Генерального Советов Единой России, где обсудили послание президента. Вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики намерены включить в предвыборную программу партии. Фарид Мухаммедшин пояснил, что реализация этих задач будет приоритетной. В преддверии Дня родного языка в Казани завершился Всероссийский форум родных языков. Главное его событие – Международная олимпиада по татарскому языку. Победили ребята из Америки, Чувашии и Агрызского района. В этом году олимпиада прошла в 8-й раз и объединила более 500 знатоков. Награды победителям вручил президент республики Рустам Минниханов. После всех локдаунов и карантинов наша жизнь постепенно начинает восстанавливаться. Пока мы ни в коей мере не говорим о каком-то расслаблении, снятии ограничений, потере самоконтроля. Еще всем нужно прививаться. Но психологически уже стало легче, пусть с определенными трудностями, но набирает обороты вакцинация, возвращается программа деловых форумов, а значит мы снова встречаемся, общаемся, обсуждаем. Не так давно в Казани состоялся Российский венчурный форум, а на этой неделе снова на площадке Казань-Экспо прошел еще один статусный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. Для Татарстана уже по традиции это не только специализированная выставка, а целый ряд мероприятий в течение нескольких дней. Конференции, панельные дискуссии, круглые столы, где формируются тренды развития отрасли. И что самое важное, решаются многие практические вопросы. В этом году форум, так уж совпало, перекликался с посланием президента, в котором Владимир Путин, среди прочего, говорил и о новых комплексных подходах в энергетике и необходимости развивать инфраструктуру в регионах, об энергоэффективности и снижении воздействия на окружающую среду. Республика Татарстан в решении этих задач находится в авангарде. Тон здесь задают наши ведущие компании энергетического комплекса, особенно наша сетевая компания. Сегодня
Компания Татарстана входит в первую десятку крупнейших электросетевых компаний России по величине передаваемой мощности. А по целому ряду направлений, таких как работы под напряжением, внедрение интеллектуальных систем учета, цифровых технологий, является одним из безусловных лидеров в стране. Тимур Бекмурзин о людях, которые достойно отвечают на вызовы времени. Республика Татарстан, она республика очень энергозатратная, поэтому вопросы энергоэффективности, ресурсосбережения – это вопросы наши приоритетные. Сегодня это приоритеты для абсолютного большинства компаний не только из сектора энергетики, что еще раз наглядно показал и форум в Казани. Рустам Минниханов в сопровождении заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Иванова останавливается у стенда сетевой компании. Генеральный директор Ильшат Фардиев докладывает: татарстанская компания единственная в России, которой принадлежат объекты с уровнем напряжения от 0,4 киловольта до 500 киловольт. Президент Татарстана подтверждает. Здесь и магистральные, и вся солома. Михаила Иванова интересует, что с внедрением так называемых цифровых подстанций. Вопрос явно по адресу. Ильшат Фардиев рассказывает: внедрением элементов интеллектуальных технологий в компании занимаются, по сути, с начала нулевых годов. Активно и основательно с 2014 года. За это время цифровые технологии так или иначе охватили все объекты подразделения и сети. При этом модернизация подстанции лишь один из этапов большого цифрового пути, который сетевая компания проходит достойно. Из последних примеров новый облик и начинка на подстанции в Верхнем Услоне, цифровая подстанция портовая в Казани и ультрасовременная подстанция в Зеленодольске. Аналогов ей сейчас в стране нет. Здесь впервые внедрено дистанционное управление определенным типом оборудования. Она без рабочего вообще, то есть на уровне реле защитной автоматики она работает без аналогов. Но даже такая современная подстанция даст настоящий эффект, только если гармонично вписана в общую цифровую картину. Эти цифровые пазлы сетевая компания бережно собирает последние 2 десятилетия. Сначала первые цифровые шкафы телемеханики, затем проведение автоматизации распределительных сетей и трансформаторных подстанций. Последние несколько лет компания активно занимается повсеместной установкой интеллектуальных приборов учета, так называемых умных счетчиков. Одновременно идет внедрение системы умных сетей. В этом вопросе очень пригодился опыт коллег из Башкортостана. Гости из соседней республики были пионерами в этой области в Уфе. В Казани идею подхватили и доработали. Друзья-коллеги провели несколько насыщенных дней в Татарстане. Обсудили совместные проекты, обменялись мнениями. Совместная работа между двумя компаниями, братскими, значит, народами Башкортостана и Татарстана, и энергетики. Тем более многие здесь обучаются, многие, значит, мы обмениваемся. Я думаю, что это дает очень большие плоды. Вот без общения все стагнирует, вы это прекрасно знаете, причем не обязательно в энергетике, а во всех отраслях. Поэтому надо чаще встречаться и посредством ВКС, и очно, чтобы вот такие нюансы посмотреть, что-то мы можем подсказать, что-то у коллег. То, что идет именно объединение и укрупнение проектов между двумя республиками, то есть это даст больше эффект, чем будем так разрозненно работать. С большим интересом коллеги из Башкортостана ознакомились с уникальным опытом Татарстана по созданию так называемого цифрового двойника электросетевого комплекса Татарстана. Элементы подобной системы в России внедрены в отдельных организациях, но так, чтобы оцифровать все активы, именно за этот проект на форуме сетевой компании вручили специальный гран-при. Это 384 подстанции, более 25 тысяч трансформаторных подстанций, около 70 тысяч кабельных, воздушных линий. И все эти объекты занесены в единую геоинформационную систему. Таким образом, мы оцифровали так называемые наши активы компании. Вы, наверное, думаете, что я сейчас в ресторане или в холле какого-то отеля. Это не совсем так, вернее, это совсем не так. Это комната приема пищи обновленного Центра управления сетями сетевой компании. Вот так она выглядит. А так выглядит сам обновленный ЦУС после реформы оперативно-технологического управления. Но изменились не только условия работы, изменилась и суть этой работы. Сетевая компания ушла от громоздкой трехуровневой системы управления сетями. И вместо 65 диспетчерских пунктов, раньше объединенных по уровням, районные электрические сети, ОДС, оперативно-диспетчерские службы и ЦУС, Центральное управление сетями, остается 10.
1 ЦУС и 9 пунктов в филиалах. При этом надежность и быстрота реакции энергосистемы повысились. За счет чего? Прежде всего за счет того, что перед взором диспетчера ЦУС теперь вся оцифрованная энергетическая картина в полном объеме. Раньше, случись сбой повреждений в сети, энергетикам требовались часы, чтобы сначала обнаружить неисправность, затем ее устранить. Соответственно, в этот период люди сидели без света. Сейчас решения принимаются намного быстрее. При этом электроснабжение не прерывается надолго. Сокращены и сроки устранения неисправности. Время, ликвидации той ситуации, аварийной ситуации практически сокращено, я буду говорить, на минимальной практически. Мы работаем на уровне европейских стандартов. Это рабочее место старшего диспетчера ЦУС. Значит, здесь для эргономики реализовано изменение положения рабочего стола. То есть мы можем работать стоя. В работе сотрудников сетевой компании все больше приятных и удобных новшеств, хотя она по-прежнему очень ответственная и непростая. Ведь первоочередная задача не изменилась – обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение. Оттого работать под напряжением приходится и в прямом, и переносном смысле. В части РПН работ под напряжением Татарстан безоговорочный лидер в России. Впрочем, нет предела совершенству. Теперь уже к этим видам работ привлекаются и подрядные организации. Не так давно в филиале сетевой компании «Чистопольские электрические сети» на практике применили еще одно передовое техническое решение. Мобильная трансформаторная подстанция, перевозимая в кузове автомашины, на время стала резервным источником электроснабжения. В результате ремонтные работы были проведены без отключения потребителя. В Тютюшах электромонтеры буинских электрических сетей впервые провели работы по замене провода на уровне напряжения до 10 киловольт. Сначала замена изоляторов, потом замена траверс, замена опор, замена провода, и уже перешли полностью на капитальный ремонт без отключения электропотребителей. Теперь большой и сложный объем работ на разных объектах, в том числе в медицинских учреждениях, мастера сетевой компании могут выполнять с помощью комплексной системы «Байпас». Решение пока работает только в Татарстане, когда объект не отключается от электроснабжения, а сложные ремонтные работы выполняются за счет того, что развернута резервная сеть. За счет РПН и внедрения цифровых сервисов сетевой компании удается ускорять процессы и по технологическому присоединению потребителей. Еще одно ключевое направление в деятельности компании. Довольные люди, значит, довольны и в сетевой компании. Ведь все эти новшества ради главного, качественного и бесперебойного электроснабжения. С заботой о каждом, с энергией для всех. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Владислав Поташников. 7 дней. Апрель – это месяц, который подарил нашему народу своего великого сына. Уже завтра вся прогрессивная общественность будет отмечать большой праздник – День поэзии, день рождения Габдуллы Тукая. В этом году он особенный – юбилей – 135 лет. Сколько бы ни писали, сколько бы ни говорили, сколько бы не было издано книг, мы, наверное, никогда не узнаем его до конца. Первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимир Шаймиев на видеоконференции в Академии наук Татарстана сказал: Габдулла Тукай выходит за временные рамки века, в котором он жил, и всегда стремится в будущее. Это означает, что Тукай всегда рядом с нами. Вероятно, из-за своей горькой судьбы гениальный Тукай познал этот мир очень рано и очень глубоко. Поэтому и кажется, что он заранее подготовил ответы на возникшие перед народом в будущем важные вопросы. Безусловно, необходим жизненный опыт, чтобы понять это. Предлагаю послушать, что сказал Минтимир Шаймиев о значении великого поэта для татарского мира. 20 ғасырның 90 еллары башындагы саяси давылларны сез белгәнчә искә төшереп үтик. Алардан исән имин генә түгел, уңга сулга тайпылмыйча, чыныгып, көчәеп чыгуыбызда да Тукайның роле зур дип саныйм. Ул чорда мәйданнарда гына түгел, рәсми трибуналардан фикерләрен кыю җиткерә белгән зирәк язучы шагыйрьләребезгә, галимнәребезгә biz бик зур рәхмәтлебез. Алар Тукайга ияреп, рус җирендә без әсәрле, эзлебез, тарихында бер дә тапсыз көзгебез дип белдерделәр. Милләтләр арасына шиқара теләүчеләргә дә төгәл җавапны Габдулла Тукай бирде. Һич бетәрме бу тарихи бергәлек,
Biz туган бер җепкә бергә теркәлеп, Аллаһка шөкер, 21 гасырга да Тукай белән күчтек. 2010 елда Болгарны тергезү белән шөгыльләнә башлагач, Тукай томнарын актарырга туры килде. Һәм өметебез акланды. 2014 елда Болгар тарихи археология комплексы ЮНЕСКО бөтендөнья мирасы исемлегенә керде. Ул чакта ЮНЕСКОның генераль директоры Ирина Бокова сертификат тапшыру өчен Татарстанга махсус килде. Бөек Тукайыбыз әлеге истәлекле вакыйганы алдан күргән шикелле, 110 ел элек булай дип язып калдырган. Дөньяда болгарлар әле дә бар икәнне шансыннар. Якты бәхетебезгә көнләшсен һәм үзләре дә омтылсыннар. Татарларның бөеклеге, даны 8 кат күкләргә китсен. Мәңге һәр вакыт бу милләтне Ходаем бәхетле итсен. Бу шигъри юлларны үзебезгә без Фатиха дип тә, васият дип тә, насихат дип тә кабул итәргә тиешбез. Шунысы да бик мөһим. Габдулла Тукайның 100 еллыгы ЮНЕСКОның халыкара һәм бөтен дөнья бәйрәмнәре календарына кертелгән. 1986 ел ЮНЕСКО карары белән Габдулла Тукай елы дип игълан ителде. Җыеп кына әйткәндә, Тукай иҗаты милләтебезне саклау һәм киләчәккә җиткерү юлында мәдәният, сәнгать, әдәбият әһелләренә генә түгел, һәр кайсыбызга бетмәс, төкәнмәс илһам шишмәсе булып тора. Һәм иманым камил. Ул киләчәк гасырга да ирешәчәк. Гомумән бөек шагыйребез иҗаты вакыт сынавын үтеп, бүген дә заманча яңгырый. Моның нигезендә беренче чиратта Тукай иҗатының халыкчан булуы ята. Шуңа күрә аның шигырьләре 20-нче йөз башында ук бөтен төрки дөньяга таралды. Һәм ул тугандаш халыкларның үз шагыйренә әйләнде. В каждом из нас из детства есть этот образ бедного сироты Апуша, лишенного родительского тепла. Но мы часто забываем, что Тукай – это глаз народа, это человек, который имел четкую гражданскую позицию, настоящий бунтарь. Это было позволено только ему, и только он мог сказать это так доступно и филигранно. Мы зачастую забываем, что Тукай – это еще и чувственная душа, неподражаемый лирик, которому, как и нам, всем обычным людям, не были чужды сердечные страсти. Так была ли муза у поэта, и смогли ли мы сохранить память о женщине, которую любил человек, изменивший татарский мир навсегда? Репортаж Эльзиры Юзаевой. Старо-татарское кладбище – не просто старейшее место захоронения. Это уникальный памятник. Такого нет больше нигде в мире. Чтобы в одном месте были похоронены почти все классики татарской культуры. Свернув с аллеи, где покоится великий Тукай, проходя мимо Шигабуддина Марджани, практически напротив могилы Каюма Насыри, известный музыковед Филюса Арсланова этой весной совершенно случайно обратила внимание на один невзрачный памятник, посеревший и потертый от времени. Так, волей случая, было найдено забытое захоронение Зайтуны Маулюдовой, единственной любви Габдуллы Тукая, которая не просто была его музой, а стала символом лирической поэзии. Илхамчысы булмаса ди, шигырьләре тумасы, илхамы булмас иде. Илхамчысы булмаса, аның илхамчысы булган дип уйлыйм мин аны. Как известно, Тукай, обладавший весьма, как он считал сам, неприглядной внешностью, был скромен в общении с девушками. В его левом глазу с детства было бельмо, отчего он совсем не любил фотографироваться. До наших дней дошли лишь несколько фотографий, буквально 14-15 снимков, которые были сделаны отнюдь не по желанию поэта, а по воле его друзей. Тукай, являвшийся по сути одиночкой, всегда жил в собственном мире, но он был народным кумиром. Его произведения издавались многотысячным тиражом. Каждое новое стихотворение было самым настоящим явлением, откровением для татарского народа. Его не просто любили, его обоготворяли, девушки с ним искали встречи и грезили о знакомстве. К Дулату Алиеву приходит одна курсистка и просит устроить встречу с Габдуллой, просит познакомить. Дулат Алиев обращается к Тукаю и говорит, что вот есть такая просьба. Тукай чувствует себя неловко, неуверенно. И тогда вот эта курсистка испекла губадью, на которой, значит, было, естественно, выведены инициалы Габдуллы Тукая. На фотографии
Две очень красивые девушки, среди них в темном платье, очень красивая, чернобровая девушка, ее звали Зайтуна Мавлюдова. Зайтуна Мавлюдова – единственная девушка, которая смогла покорить сердце поэта. В музее Тукая Казани есть небольшая экспозиция, буквально несколько экспонатов, которые, как говорят музейные работники, вызывают у гостей, как правило, огромный интерес, так как это красивая история любви с первого взгляда. Между ними любовь была или нет, это тоже неизвестно, потому что эти встречи, они были очень такие наивные. У любого поэта наверняка должна быть такая легенда, да? Есть доля правды в этой истории любви, конечно же, есть. В истории этой любви было всего лишь несколько мимолетных встреч, но каждая из них стала очень важным и очень трогательным эпизодом одной большой легенды. Зайтуна Мавлюдова из Чистополя в Казань приезжает в 14 лет. Здесь она поступает в школу. И вот якобы как-то возвращаясь из школы домой, она в окнах трамвая увидела звезду татарской литературы Габдуллу Тукая. Их глаза встретились, и именно так разгорелась будущая искра большой любви. Зайтуна была девушкой образованной и интеллигентной. Известно, что у Мавлюдовой было хорошее воспитание с широким кругом интересов. Говорят, в ее поведении и суждениях было нечто даже европейское, и это якобы и пленило Тукая. Зайтуна, как и правы ее многие современницы, любила поэзию, и Тукай для нее, естественно, был идеалом. Но в отличие от других фанаток, Зайтуна решила добиться своей цели, несмотря ни на что. Узнав, что Тукай дружит с Фатихом Амирханом, будучи его знакомой, она попросила устроить им встречу. Тукай в это время находился в комнате редакции за ширмой, отдыхал, и девушки пришли познакомиться с писателями. Фатих Амирхан его вызвал. Тукай вышел из-за ширмы, так довольно-таки холодно поздоровался с девушками, перекинулся парами слов и, сославшись на дела, ушел. Но так особо знакомство не состоялось. Позже они встречались еще несколько раз, но это не были встречи наедине, любовные променады под луной. Зайтуна побывала на вечере поэзии, где посмела даже пожать руку Тукаю, что для девушки ее лет, того времени, ее положения и воспитания было весьма смелым поступком. Тукай должен был их проводить домой, но почему-то он куда-то исчез, и как долго не искали, так найти его не смогли. Почему же Тукай так боялся более близких и личных разговоров? С чем было связано такое поведение поэта, неизвестно. Но его друзья позже вспоминали, что после каждой встречи именно с Зайтуной у него рождался новый стих о любви. Это были всего лишь полунамеки, но именно в этих лирических произведениях его современники почувствовали некую романтическую связь между молодыми людьми. Без дождя поникнет колос, и погибнет вешний цвет. Как писать стихи, коль рядом вдохновительницы нет? Кто красой своей любимой не был щедро вдохновлен? Пушкин, Лермонтов, или Байрон, или другой какой поэт. Эта любовь на расстоянии продолжалась чуть больше полугода. Как известно, в 1908 году здоровье Тукая стало уже ухудшаться. Возможно, он уже тогда предчувствовал свой уход, потому торопился писать больше, торопился с этим завещанием к своему народу. Именно в это время увидит свет его самые масштабные произведения, такие как «Сенной базар», «Золотой петух», «Водяная», «Таз». Он был слишком суров к себе. У него не было времени на романтику. Возможно, поэтому он и вынес своей любви приговор. 12 июня 1908 года Зайтуна Мавлюдова в своем дневнике напишет: «Мы решили уехать из Казани и вернуться вновь в Чистополь. В тот день, чтобы повидаться с Тукаем, мы пришли в редакцию. Когда мы ему сообщили о том, что возвращаемся в Чистополь и пришли только пообщаться с ним, он произнес очень сухо и холодно: «Мне очень жаль», — сказал Тукай. В итоге Тукай все-таки пообещает Зайтуне, что придет на пристань, чтобы попрощаться с ней. Но он не исполнит своего обещания. Она уедет, а он останется умирать. Перед самой смертью Тукая Зайтуна Мавлюдова попытается увидеть его еще несколько раз. Но все эти попытки будут уже безуспешными. Близкие друзья Тукая, которым оставались считанные дни, не допустят ее до предсмертного одра. Его бренное сердце остановится 15 апреля 1913 года. Ему будет всего 26 лет. Тысячи и тысячи людей соберутся, чтобы проводить великого поэта в последний путь. Среди них не будет Зайтуны Мавлюдовой. Но всю свою оставшуюся жизнь она будет сожалеть, что не смогла увидеть его в последний раз.
И в глазах современников эта история превратится в легенду о любви и смерти, в достоверности которой со временем уже сложно будет усомниться. Когда он жил в гостинице «Болгар», он очень любил сидеть на кровати в своей любимой позе, обняв колени. И вот он в какой-то вечер один приятель увидел, как он буквально медитирует, произнося букву «М», 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 «М». Все решили, что это фамилия Маулюдова. То есть, может быть, симпатия была. Вполне возможно, что симпатия была и у нее. Но поскольку... Но больше всего так хотело окружение, да? Да, но получается, что окружение эту историю хотело так же сильно, может быть, даже сильнее, чем они. Зайтуна Маулюдова выйдет замуж и родит сына. В 1957 году она покинет этот мир. Ее сын, Атила Расих, удивительным образом пойдет не по стопам отца, который был потомственным муллой, а станет знаменитым прозаиком. В 70-е годы прошлого столетия он опубликует дневник своей матери. Эти мемуары станут откровением для татарского народа. Мен шынлап айтам, Зәйтүнәнең Тукайга булган мәхәббәтенә сокландым. Шул хәтле самими, işkirsiz, bugün bit андый мәхәббәтләр әкиятләрдә генә, романнарда гына, киноларда гына булырга мөмкин. Писатель и переводчик Фатих Кутлу выдержки из дневника Зайтуны Маулюдовой перевел на турецкий язык. История большой любви человека, символа всего татарского мира, получила огромные отклики читателей, которые хотели узнать, как же сложилась судьба единственной музы поэта. Но память, как оказалось, у народа коротка. Он долгие годы искал могилу Зайтуны Маулюдовой. И это место было обнаружено абсолютно случайно только в этом году, в год 135-летия поэта. И в этом он увидел особый знак судьбы, завет тем, кто еще помнит, наказ тем, кто должен сохранить. Әлбәттә, Тукайга бәйле булган нәрсәләр кадерле. Нәрсә ачыла, менә бит мәхәббәте генә булмаган, шигырь иҗат иткән бит. Аның мәңгиләшкән бит. Ул әдәбиятта Зәйтүнә дә мәңгиләшә шул шигырьләр белән. Яш буынга калсын өчен, моны яш буын белсен өчен, безләр киткәч тә яш буын моны карарга тиеш. Бөек шәхесләребезне югалтмаска иде. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Туган тель Габдуллы Тукая уже народный гимн татар. Он не только не теряет, а наоборот, с каждым годом только набирает актуальность. Сейчас мы услышим, как органично стихи вливаются в новые песни татарской эстрады. Знаменитая песня «Татарлар», в ней соединилось все: мощь Фирдуса Тимаева, рэп Шакура и мелодичность Резиды Ахметвалеевой. В ней символично соединилось все: прошлое, настоящее, будущее. И это действительно удивительная сила, способная объединить татар со всех уголков мира. Так это произошло на этой неделе на Всероссийском форуме родных языков. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Это, согласитесь, гениальные строки. На этом у нас все. Сегодня отмечают свой праздник и наши добрые соседи, День чувашского языка. Мы от души поздравляем их с этим замечательным днем. Пусть чувашский и татарский языки, языки всех народов нашей страны, живут в веках. Всем наилучшие пожелания. Баргызга да иң изге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания.
студии София Егорова. Здравствуйте. Апрель завершается, но погода мало походит на весеннюю. Переходим в май в ближайшие дни в надежде на улучшение погодных процессов. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небо расчистится от облаков. Будет солнечно и плюс 10-12 градусов. Однако выходные снова будут дождливыми. На юго-востоке Татарстана, Бугульме, Бавлаха и Азнакаева понедельник будет пасмурным и плюс 11. В среду стоит ждать дожди. Однако с четверга и до самого воскресенья осадки больше не прогнозируются. Днем до плюс 14. В центральном районе республики в течение всей недели погода будет то солнечной, то пасмурной, но будет сухо и до плюс 13-14 градусов днем. На юго-западе республики начало недели солнечное, плюс 13. Вторник и среда пасмурные и дождливые, плюс 9. В четверг погода немного улучшится, выглянет солнце, днем до плюс 12. На северо-западе республики, а также в Казани почти вся неделя ожидается пасмурной. Только понедельник и четверг порадуют солнцем. Днем воздух будет прогреваться до плюс 12-13 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.